Послание главы республики, конечно, очень разностороннее. Оно, безусловно, касается каждого из якутян. Что касается меня, то я бы хотел выделить несколько моментов. Во-первых, Егор Афанасьевич очень четко высказался по развитию коммунальной инфраструктуры республики, в том числе и города Якутска, и, конечно же, преодолению той очень серьезной проблемы, которая есть у нас и в республике, и в городе, это ликвидация аварийного жилья. Мы все знаем, что в 2017 году программа российская прекращает свою работу, и Егор Афанасьевич уже сказал, что он вместе с губернаторами Тульской области, Ульяновской области обратился к руководству страны с предложением продлить эту программу. Здесь, на самом деле, вопрос очень серьезно обсуждается сегодня на высших уровнях федеральной власти. И я думаю, что вот такая постановка вопроса со стороны такого руководителя региона, как Егор Афанасьевич Борисов, конечно же, я считаю, позволит этот вопрос решить положительно. Вторым немаловажным аспектом послания является вопрос о развитии производства, в том числе местного производства. И одним из успешных примеров приведен ТАСЭР Кангаласы. Эта работа для нас очень важна, очень нужна. И, конечно же, я абсолютно согласен с тем, что именно развитие местного производства – это залог того, что будет у нас в республике и импортозамещение, появление новых отраслей производства, ну и, конечно же, это вопросы занятости, что очень важно как и для сельских наших поселений, так и для таких крупных центров, как наш город Якутск. Третье направление – это вопросы социальные. Я очень рад, что социальная направленность и бюджета, и в целом социальная направленность послания главы республики, она имеется. И, например, вот даже решение вопросов обеспечения инфраструктурой участков, выделенных для многодетных семей, это очень важный вопрос, который касается тысяч семей. Участки, которые надо обустраивать, их много, а обустройство само вот по городу Якутску стоит свыше 6 миллиардов рублей. И, конечно, без поддержки республики здесь очень трудно что-то решать. И вот то, что сегодня уже подписан указ главы республики о решении этой проблемы в ближайшие годы, оно позволяет нам более уверенно смотреть в будущее в целом городу. И, конечно же, еще раз говорю, это проблема будет решена для тысяч детей, и государство покажет реальную такую поддержку уже нашим многодетным семьям. И, конечно же, вот вопросы проектного управления, которые прозвучали в послании, они для многих не очень понятны, но я вот как управленец прекрасно понимаю, о чем говорил глава республики, и, конечно же, это уже требование времени. Именно переход к проектному управлению. Надеюсь, что проектное управление будет касаться не только руководства министерств и ведомств, но, как Егор Афанасьевич говорил, это будет уже касаться напрямую и муниципальных районов, городских округов. Мы к этому готовы и будем делать все, чтобы вот те приоритеты, о которых глава республики в своем послании сказал, они у нас все были исполнены.